например, приехала мать, я сказал, вот там, забери свою Васеньку и езжай домой. И мать, обрадовавшись, поехала, значит, живет со своей Васенькой. А с нами что делать? А с моими товарищами что делать? Они же тоже хотят своей матери жить. Давайте тогда вместе остановим эту войну. Вместе остановим. Вообще вопрос военнопленного решается после прекращения боевых действий. Но официально это практически почти политический вопрос. Политический вопрос. Потому что они как-никак, раз в руки взяли оружие, убили человека, уничтожили этот квартал, дом и так далее, он уже преступник. Независимо, каким образом он это сделал. Он уже преступник. Поэтому я предложил этим материалам. Езжайте к этим генералам, попробуйте поговорить с этими генералами, с офицерами. Там очень много офицеров, которые уже это все надоело и не может он уже. Он уже чувствует, что это все обман. Он знает это, просто их там в спину толкают, вот, вплоть до того, там из вертолета сзади расстреливают. Вот, есть такие случаи, достоверные. Вот. Поэтому езжайте в Москву, вот, объявите голодовку, вот, придите к этой боре, вот, объясните Ельцину, Грачеву, что они здесь творят, если, может, они еще не знают, что здесь творится, может, это просто эти генералы, которые здесь каким-то чудом оказались, творят сами из себя. Остановим войну и вернем ваших сыновей, вернем, и наших вернем. Я что, против, что ли? Я не хочу этой войны. Если в эту секунду мне бы сказали, что эта война закончилась, я готов ходить нищим, ходить рядовым, уйти с этой должности, ничего мне не надо. Лишь бы прекратилась эта война. Понимаете? Боль и страдания моего народа. Ничего мне не надо. Ничего я не боюсь. Готов на любое, на что угодно, чтобы сделать хотя бы шаг, чтобы прекратить эту бойню. Готов. На любом уровне. Поэтому я вам предлагаю совместную войну, чтобы ваши сыновья оказались дома и чтобы не гибли наши. Вот и все. Аслан, многие матери беспокоятся о том, что дети не знают, как дети устроены, слух и легенды, что их там избивают, поэтому можно объяснить, в каком состоянии они видели сейчас, конечно, вроде в хорошем состоянии. Вот это все, пускай скажи. Передают слухи, что избивают, четвертуют, кастрируют. Да. Сейчас все видно было. Вот теперь, сейчас командир шестая. Сейчас говорит, еще раз я говорил, что еще с ним не случится живо, здорово. Тем коркой хлеба, который у нас есть, на их форме. Никто их не избивает, не уничтожает, даже рука не поднимется. Но как с военнопленными вопрос должен решаться как с военнопленными. Когда мы даже предлагаем российского командования, давайте военнопленных на военнопленных. У нас наших военнопленных, у них ни одного нет. Вот. Мы им отдали буквально неделю тому назад профессиональных убийц. 43 человека или сколько-то? Да. Профессиональных убийц. Это десантники, которые имели опыт там эфиопской войны, там афганской войны и так далее. Были брошены в горы, в тыл. Вот. Думают, что мы отсюда сейчас поднимем руки и побежим, что в горах нас уничтожат. Вот. И то им отдали, они нам вернули обычных этих заложников. 20 человек, которые вот так на улице там, И избитых при этом. поймали и вернули. Если не, черт с ним, все-таки чеченцы. Вот свои. Эти десантники вот такие с мордами холеными там вернулись к себе на родину. Наверное, сейчас оправдываясь вот это, то, что он попал в плен, наверное, будет еще более
агрессивно воевать с нами. Вот. Они нам вернули перебитыми ребрами, скалеченными, пальцы перебиты, носы перебиты. Вот. Даже один парень, который вот, рассказывает, говорит, в течение, говорит, 5 дней вот столечко вот, водички мне дали. Вот столечко водички. Вчера вернули вот здесь, вот около моста Анисимова, попросили отдайте труп. Он раненый остался там, вот, за рекой. Вот. Потом они его убили, значит, хотя бы труп отдать. Взамен даже живого дадим. Вернули этот труп. Вот эти пальцы вот, в 5 местах перебиты. 1, 2, 3, 4, 5. Рука штык ножом или ножом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эта рука. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там перебито в нескольких местах. Ребра перебиты, понимаете? Вот. Разрезано там тело. Зачем это делать? Он же такой же человек, как все. Опять показывают бессилие, больше ничего. Ну что, благодарим начальника штаба. Раненых, я сказал, раненых всех, без всяких условий, значит, отпустить. Уже разговоры, наверное, раненых всех отпустить. Мой сын раненый, я там уже такой раз прихожу, говорю. Как фамилия? Яру. Яру? Да, написал, что часть. Ну, я, по-моему, подписал в тот раз, что даже в госпитале написал. Заявление, что он всех раненых отпустил. А где он находится? 56-й часть, до 3 дошли. Командиры были, да? Да, я 2 недели назад была, сейчас что-то не хотела. Сегодня не было. Мне туда сходить не надо. Надо с командиром Пожалуйста, мой встретиться. сын вот находится рядом, там 100 метров мне вот сказали. Где находится? Рядом с Яровым, в 100 метрах от него в другом доме только. Ну, я написал за меня в числом участка. Мне можно хотя бы его убить. Я не знаю, раненый как что. Фамилия? Ивошин. Ну, сходите, посмотрите, я не знаю, он там нет. Потому что у нас некоторые командиры частей присели там держат, хотели,